Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Я сегодня вас познакомлю с кафедрой дизайна Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы и расскажу о направлениях кафедры, о дизайне, о профилях, которые у нас осуществляются, обучение по которым у нас осуществляется, это графический дизайн и дизайн среды. Дизайнером, как правило, является специалист, имеющий художественное образование. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются дизайнеры, работающие в области полиграфии, рекламы, а также дизайнеры по интерьеру и средовому дизайну. Специфика профессии такова, что будет актуальна всегда, во все времена, хороший спрос на рынке труда. Необходимые качества дизайнеру – это терпение, коммуникабельность, внимательность и художественные способности. Обучаясь на кафедре дизайна, вне зависимости от направления, все студенты изучают дисциплину «Основы производственного мастерства». В рамках этой дисциплины изучают программы, комплексы Autodesk, Maxon, Cinema 4D. На кафедре есть IT-центр и лаборатория компьютерной графики, так как цель кафедры – обеспечение качественной подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке специалистов в области дизайна, обладающих высокой скоростью развития интеллектуальной и творческой сфер, глубиной и нетрадиционностью мышления в соответствии с потребностями общества и требованиями работодателя. Поступив на направление дизайн, все студенты, независимо от профиля подготовки, первые 2 года учатся вместе, изучают базовый курс. Программа построена таким образом, что на первом курсе в дисциплине введение в специальность рассказывают о методах проектирования, о том, что такое дизайн, для кого, для чего и зачем он необходим. Сопряженно с данным предметом изучают дисциплины, которые помогают пониманию профессии. Во втором семестре проектирование идет как предмет, где студенты начинают проектировать первые свои объекты. Сопряженно изучают дисциплины, которые объясняют, как делать это правильно. Третий и четвертый семестры построены таким образом, что здесь идет проектирование уже в профессиональной деятельности по профилям подготовки. В третьем семестре проектирование в дизайне среды, в четвертом семестре проектирование в графическом дизайне. Сопряженно в каждом семестре изучают дисциплины, которые помогают понять специфику профиля, и в конце четвертого семестра пишут заявление на профиль. Начиная с 5-го семестра, к 5-му семестру создается основа проектирования своей профессиональной траектории. То есть студенты, выбравшие тот или иной профиль, изучают только специальные дисциплины профиля. Графические дизайнеры. В сферу профессиональной деятельности дизайнеров этого профиля входит разработка изделий печатной и рекламной продукции, оформление книг, рекламно-информационных проектов, буклетов, плакатов, промышленная графика и упаковка, разработка этикеток и торговых марок, фирменных знаков, фирменных шрифтовых гарнитур, создание рекламной продукции на щитах и фасадах в городе. Сегодня к традиционной работе дизайнера-графика добавилось создание фирменного стиля предприятия, визуальных коммуникаций в интерьерах и городской среде. Специалисты по профилю графический дизайн требуются в области полиграфии, в рекламных агентствах, дизайн-студиях, проектных мастерских, пиар и маркетинговых отделах предприятий и фирм. Перед вами работы студентов, которые делали визитки для самопрезентации. Это работы студентов 3-го курса, уже 5-го семестра, тех, которые выбрали направление графический дизайн. Также в рамках этой дисциплины изучается много сопутствующих предметов. Перед вами защита проекта по упаковке. Это 3-й курс направления графический дизайн.
А здесь вы видите представлен проект по упаковке орехов, где сделан не только визуальный ряд, но, если вы заметили, сделана еще и упаковка в реальном формате. Тоже защита проекта по фирменной упаковке. Также студенты занимаются, создают плакаты, занимаются графикой, рисуют, занимаются разработкой всевозможных логотипов. Перед вами работа, разработка логотипа для города Уфы. Вот такой логотип разработали студенты кафедры дизайна. Также занимаются научной инфографикой для школ. В данном случае вы видите дипломный проект, который в свою очередь был еще и визуализирован. То есть здесь есть еще мультик, который показывает, как происходит все, собственно говоря, в реальном времени. Также инфографика для школ, химия, физика. Также разрабатывают фирменный стиль, в данном случае фирменный стиль кафедры художественно-графического факультета, кафедры дизайна, кафедры изобразительного искусства. Данный фирменный стиль сейчас используется в навигации по факультету. Еще один проект по созданию фирменного стиля для Уфимского ботанического сада. Создаются плакаты для всевозможных мероприятий, которые проходят не только на уровне города и на уровне страны, занимаются разработкой веб-страниц, сувенирной продукции, наружной рекламы. Перед вами дипломный проект серия сюжетных композиций «Старая Уфа». Здесь с фотографии созданы в специальных 3D-программах объемные модели утраченных домов в городе Уфа. Также студенты занимаются реконструкцией утраченных памятников. В данном случае перед вами разрушение памятника в Грузии и его реконструкция, которую создали студенты кафедры дизайна направления графический дизайн. Также студенты занимаются анимацией. Все защиты дипломных проектов проходят публично. Перед вами защита проекта концепт-арта, мультика, сценарий которого написала сама студентка, дипломница. Защита проекта по фирменному стилю и ребрендинг Института дополнительного образования нашего университета. Следующее направление, с которым я вас хочу познакомить, это дизайн среды. Этот профиль включает в себя проектирование интерьеров помещений различного направления, начиная от квартир и заканчивая кинотеатрами и торговыми центрами, разработку входных зон различных зданий, ландшафтных и парковых ансамблей, создание малых архитектурных форм, проведение праздничных и выставочных мероприятий, нарядное повседневное оформление городских территорий. Специалисты по дизайну среды могут заниматься декорированием интерьеров жилых и общественных помещений, работать в специализированных агентствах или организовать свою студию, заниматься благоустройством городов. Перед вами визуализация жилого пространства, которую выполнила студентка второго курса. Но прежде чем создать подобную визуализацию, студенты работают с реальными планами квартир, создают планировку, занимаются разверткой стен. Делается это все для того, чтобы проект был реализован в соответствии с задумкой дизайнера и заказчика. Наряду с жилыми пространствами квартир, многоквартирных домов, студенты также занимаются проектированием загородных домов до 3 этажей. Чем отличается дизайнер среды от архитектора? Дело в том, что архитектор имеет право и должен проектировать кварталы, крупные комплексы, многоэтажные дома. Средовый дизайнер имеет право проектировать
зоны отдыха в городах и в том числе включает проектирование индивидуального домостроения до 3 этажей. Перед вами работа студентки, которая как раз выполнила такой проект в стиле конструктивизма. Здесь можно увидеть разрезы, планы, фасады, аэрофотосъемку, где планируется будет находиться данный дом. Помимо к визуализации самого дома прилагаются еще и проекты внутреннего оформления пространства дома. Помимо жилых пространств студенты занимаются еще и проектированием зон отдыха в городе Уфе. Вот в Уфе перед вами проектное предложение зоны отдыха набережной реки Белая города Уфы. Данный проект занял несколько призовых мест, был победителем в конкурсах и фестивалях реконструкции городской среды. Также проект, который выполнила студентка, выпускница уже теперь кафедры дизайна по направлению дизайн среды, это разработка фасада аэропорта города Уфы и прилегающей территории. Все защиты дизайнеров среды, так же как и графических дизайнеров, проходят публично и сопровождаются еще и видеорядом. То есть это либо фильм, визуализация пространства, как это выглядит реально, либо некая презентация или макеты. Перед вами проект Кванториума, который находится на улице Кирова в городе Уфа. Помимо проектирования внутренних пространств, перед вами дипломный проект реконструкции детского сада. Данный проект был закуплен в Питер и уехал в Питер, и там будут проходить, там будет подобная реализация, реконструкция детского сада. Также есть такие у нас проекты, например, проект благоустройства территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Уфа. К нам обратились для того, чтобы мы сделали проект детской площадки на территории храма для детей, которые учатся там в воскресной школе. Здесь пошагово можно увидеть, что создавал дизайнер. То есть здесь и концепция, и планы, и как это будет выглядеть. И в том числе проект сопровождается еще и видеорядом. Проекты бывают разные. Вот защита проекта «Дома надежды» для детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Вне зависимости от того, какой профиль вы выберете, все студенты у нас ходят на экскурсии, на предприятия, проходят практики, практик несколько, знакомятся с производством тех или иных материалов. В данном случае это производство плитки, участвуют в мастер-классах, участвуют во всевозможных фестивалях, конкурсах, конференциях, не только в Уфе, в Башкирии, но и выезжают в другие города. В данном случае студенты участвовали в конкурсе фестивале в Строгановке и получили награду за то, что они сделали. Также студенты всех направлений участвуют в выставках, которые проходят на разных площадках города. Это могут быть колледжи, это могут быть школы искусств, это могут быть институты. Вот в данном случае это Институт искусств. В рамках Института искусств была такая выставка, где в том числе участвовали наши студенты. Выставка в Центре современного искусства «Облака». Студенты занимают призовые места, являются лауреатами и стипендиатами разных направлений. Встречаются с художниками, которые проводят мастер-классы и вообще участвуют очень активно не только в жизни нашего университета, но и в жизни города и республики. Спасибо за внимание.